Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Обследование и консультации жителей Южной Осетии. Российский офтальмолог Евгений Березин провел уже более 200 приемов. Консультации пройдут до 17 января включительно. Дистанционное повышение квалификации. В Юго-Осетинском государственном университете совместно с Северокавказским федеральным университетом проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей университета. Награждение педагогов. Директор ГТРК Ирбат Рацхуриев наградил преподавателей остинского языка и литературы, отличившихся вкладом в реализацию проектов телеканала. По сообщению МЧС Республики Южная Осетия, Транскавказская автомагистраль открывается для передвижения всех видов автотранспортных средств с 18:00 14 января. Открытие трассы стало возможным после завершения работ по расчистке дороги от снега и обработки дорожного полотна противогололедными реагентами. Тем не менее, спасатели рекомендуют автомобилистам быть аккуратнее на дорогах, соблюдать дистанцию и снижать скорость на опасных участках. Российский офтальмолог Евгений Березин за 2 дня провел прием более 200 жителей Южной Осетии, большинство из которых пожилые пациенты с катарактой. Специалист, приглашенный Минздравом республики в рамках договоренности с Министерством здравоохранения Ленинградской области, проводит бесплатные обследования и консультации, а также делится опытом с местными врачами. В рамках второго этапа запланировано проведение операций непосредственно в Республиканском многопрофильном медцентре, но после закупки необходимого оборудования и материалов. Благодаря финансовой поддержке президента республики Алана Гаглоева для каждого пациента, нуждающегося в хирургическом вмешательстве, предусмотрена индивидуальная закупка хрусталиков. Прием пациентов продолжится до 17 января включительно. За 2 дня более 200 человек принято российским офтальмологом Евгением Березиным. Большая часть пациентов в возрасте преимущественно с катарактой глаз и нуждающиеся в хирургическом вмешательстве. Высококвалифицированный специалист из России Евгений Березин имеет 15-летний опыт работы. Он был приглашен в республику Министерством здравоохранения для обследования пациентов, страдающих заболеваниями глаз. На первом этапе врач проведет полное обследование и диагностику зрения обратившихся к нему жителей республики. Объем работы большой. За 2 дня мы приняли свыше 200 человек, из которых львиная доля пациентов с катарактой, тем пациентам, которым требуется оперативное лечение в плане замены хрусталика. Пациенты разные, сложности. Это первый этап нашей командировки. Приглашение врача-офтальмолога – прекрасная возможность для жителей получить квалифицированную консультацию, бесплатно пройти обследование. Люди трудоспособного возраста, которые теряют зрение, они становятся нетрудоспособными. Поэтому наша задача в первую очередь создать условия для выполнения данной помощи, дабы люди здесь, как говорится, сохраняли здоровье. По словам Евгения Березина, большая часть обследованных пациентов страдает катарактой. Это распространенное заболевание глаза. Операция по ее удалению – одна из наиболее часто проводимых в мире. Многим пациентам потребуется хирургическое вмешательство, которое будет осуществлено в рамках второго этапа прибытия российских специалистов. Для проведения операции на базе РММЦ потребуется закуп необходимого оборудования. Нам сейчас надо отсеять пациентов по категориям, по срочности оперативного лечения. Вторым этапом мы получаем оборудование, закупаем все расходные материалы, хрусталики, все остальное. Но здесь все это будет на бесплатной основе. Людям, основному населению, все будет безвозмездно, бесплатно. Березин также подчеркнул, что в ходе приема он делится с юго-осетинскими коллегами опытом, что, несомненно, поможет им в дальнейшей работе. Пациенты выразили признательность руководству Минздрава за приглашение российского врача в республику и возможность прохождения обследования, не выезжая за пределы Южной Осетии. Во главе министра здравоохранения Наневым Яшарян Бомбиреват гайтмо ирыстуны ренчен талафта узаленч масен خوشکنش میوشسته گذل سلبی در بنن هو منای زاختوی سخت تک در فیت توی من برزیلیش تو منن تو من اگه اما باخیزون من чекан истет рофешес. Больные очень довольны. Мы гордимся, что у нас в России такие хорошие специалисты. Огромное спасибо за такой прием, что мне
пришлось поехать во Владикавказ, а это все в нашем городе, за что я благодарна министру здравоохранения. Евгений Березин, в свою очередь, отметил эффективную работу специалистов глазного отделения РММЦ и Министерства здравоохранения Республики в вопросах организации приема пациентов. Безусловно, это забота о здоровье населения. Спасибо большое коллективу больницы, Минздраву, что помогают, включаются в работу, приходится по желанию лично обучать, чтобы люди здесь, которые остаются работать, они принимали опыт, на что стоит уделять внимание, и работали во благо населения. Российский врач будет принимать пациентов до 17 января включительно. За это время Березин проконсультирует еще свыше 300 пациентов. Прием осуществляется по предварительной записи. Анжела Кукоева, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском государственном университете стартовала программа повышения квалификации для преподавателей в партнерстве с Северокавказским федеральным университетом. Курсы, проводимые в дистанционном формате, направлены на освоение современных образовательных методик, подготовку научных трудов и внедрение новых технологий в учебный процесс. По окончании обучения участники получат соответствующие удостоверения. Стелла Бязрова продолжит. В Юго-Осетинском государственном университете дан старт масштабной программе повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава. Курсы организованы в партнерстве с Северокавказским федеральным университетом из Ставрополя в рамках развития стратегического сотрудничества между вузами. Это не первый проект такого уровня, реализуемый полностью в дистанционном формате. Он позволяет преподавателям вуза, не выезжая за пределы республики, принимать передовой опыт и современные образовательные методики у ведущих специалистов одного из крупнейших университетов России. Сегодня начинаются курсы повышения квалификации для преподавателей Юго-Осетинского государственного университета. Современные тренды в образовании и техника академического письма, интеграция в научно-академическую практику, возможность для преподавателей расширить свои знания и навыки. Этот курс организован Северокавказским федеральным университетом и является важным шагом на пути повышения квалификации педагогических работников. Курс длится 36 часов. Специалисты Северокавказского федерального университета рассказывают коллегам из Южной Осетии, как грамотно подготовить научный труд, внедрить новейшие технологии в учебный процесс и добиться высоких результатов в науке и преподавании. Помимо лекционных занятий, у каждого слушателя есть возможность закрепить теорию на практике. В личный кабинет каждого участника присылают дополнительные задания, которые необходимо выполнить. Главная особенность курса – это доступность и актуальность. Он проводится онлайн. Участников около сотни. У каждого участника есть свой личный кабинет. Преподаватели получат практические инструменты для повышения качества своих научных статей. Научатся грамотно оформлять статьи и другие виды академических текстов. Организаторы уверены, такие курсы помогут повысить квалификацию преподавателей, сделать их работу эффективнее и интереснее, а также обмениваться опытом. В завершении участники получат удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Директор ГТРК ИР Батрат Схуриев наградил грамотами преподавателей осетинского языка и литературы, а также директора средней школы номер 6 за активное участие в телепроектах компании. Благодарность была выражена за вклад в патриотическое воспитание молодежи и поддержку таких проектов, как «Зонда Зилахар», «Дзерт», «Ирзона Нода Саунстала», РТТ. Педагоги отметили важность сотрудничества с телевидением для сохранения и популяризации осетинского языка. Подробности далее. Сохранить и передать родной язык – миссия, требующая усилий многих. И сегодня на государственной телерадиокомпании ИР чествовали тех, кто делает это с особым трепетом и профессионализмом. Батрат Схуриев, директор государственного телевидения, выразил благодарность учителям за то, что они всегда с большой готовностью оказывают поддержку в проведении таких популярных и нужных проектов, как «Зонда Зилахар», «Дзерт», «Ирзона Нода Саунстала», РТТ. на проектах keresztülből megmesztelnek, hanem a hoztárba kerül vedőt. Stejnen achen szváltak, borsateken vedőt, achen húszszvalat, ve komulgeninek tenen projekte timporaszút kerül vedőt. Ma mesztelszúgy ne felem a lígyirtak szemben vedőt, salakattar, na velahizsot derszfein vedőt, orach. Nasmejszem na dortar, dar nem enginis pestjöjjön emgustat. Overal predlogam geometrii różnych fenezachom na projekte tej
finanszul fejlesztve hosszú sencsúly, na hogyha hadszerlevet, glutálon időordiförten, zónos projekt org, alapvetően porszulán bolem bajdan, В прошлом месяце завершился финал телепроекта «Ирзоны на Десаон». Сталая программа была посвящена 125-летию со дня рождения одного из ярких личностей Осетии – ученому, лингвисту, иронисту Васу Абаеву. Проект был реализован совместно с Комитетом по молодежной политике и спорту. Батрат Схуриев выразил благодарность и руководству комитета. Благодарственное письмо было вручено директору средней общеобразовательной школы номер 6 Юрине Газаевой. Также грамоты получили преподаватели осетинского языка и литературы. Благодаря их экспертной помощи и глубоким знаниям телевизионные программы, викторины и конкурсы на осетинском языке выходят в эфир, становясь не просто передачами, а настоящими уроками любви к родной речи и культуре для тысяч зрителей. Преподаватели выразили благодарность руководству телевидения и тем, кто так основательно работает над телепроектами, которые положительно влияют на подрастающие поколения. Uți proiecte nesevellette jól der Petre rajone Respublika sevellette hajadistui. Ama zowelachi zette der die hajadische der bire. Ama havite khai abo machme delunad me fazirtu delunad kuchtari vagodnan fazirta projektorganizatorta ama sachorganizator khorzachchener sedeste. Ama senite khemach sagam sterbuznek matanda zagan menana abun kham khurzakhta kokais kutoy fajashton telem da kuchtari vagot menen skot kutoy amasen zardabna zagan buznek. Было отмечено, что учащиеся всегда с большим удовольствием принимают участие в телепроектах и с нетерпением ждут новых кастингов. بصوت يولا أمامي تجري ودون نآخر زوتل اندوفنس تنگ خورس سزرد مساونس تنگ زرد روخسي سخاياد إيسنس ما فنده ويزاغن در أما نسولت نوالا خيستو تا آل خود در سترفت دي آل ساونس ويما كاتسن كاد جخت تاویه سی مثلا ویگان ویرده مثلا اوس استر لکات تاباکنه نپات خود سرغلوک گاگلویت آلان ادوارد فرد اما ما ابد آخر گنجت نومی آخر زوت نومی فنده رار فکنن نه بريزيدنتن سماي дариттер мана фасивадан стер ахосу. Проекты на родном языке направлены на развитие осетинского языка и сохранение языкового наследия Осетии, а это не может не радовать, подчеркнули преподаватели. Сотрудничество телевидения и педагогов продолжится, а это значит, что зрители ждут новые познавательные и увлекательные проекты на родном языке. Алена Уттаева, Рауль Кочев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В церкви Пресвятой Богородицы в Южной Осетии проходят праздничные богослужения в преддверии Крещения Господня. 19 января ранним утром после литургии состоится крестный ход к реке Ляхва для совершения традиционного водосвятного обряда. Праздник, известный в осетинской традиции как Донескафанта, является одним из важнейших в православном календаре. В преддверии великого праздника Крещения в церкви Пресвятой Богородицы согласно уставу проходят молебни и службы. Они начались с Рождества Христова и завершатся святым Богоявлением, Крещением. Сегодня по церковному календарю празднуется День Святого Василия Великого, создателя Святой Литургии. Эти праздники господские и святителя, они приходят на Старый Новый год, то есть 1 января по старому стилю. И сегодня вот этот день, и у нас в народе он отмечается как Ногбун, то есть начало года. И, конечно же, мы всех поздравляем с сегодняшним днем, с сегодняшним праздником господским, праздником Нового дня, праздником Нового года. Также, по словам отца Якова, в церкви идет подготовка к святому Богоявлению, Крещению. Святочная неделя или же святки посвящены молебням и службам.
Завтра совершится молебен святому Серафиму Саровскому. В пятницу у нас царские часы в 11 часов. Тогда же будет исповедь на воскресенье и на понедельник, то есть на сам праздник Богоявления. И уже в субботу мы начинаем вечернюю службу, как обычно. На следующий день, 18-го, мы будем служить, как положено, в воскресенье, литургию. И вот здесь я прошу внимания, после литургии, в воскресенье, после литургии, сразу начнется Великая вечерня, в конце которой будет освящаться святая вода. Уже 19 января ранним утром в церкви состоится святая литургия. Прихожане, священнослужители совершат крестный ход к реке Ляхва. Здесь пройдет таинство крещения. И для тех, кто хочет креститься 19-го на реке Ляхва, я хочу сказать, чтобы они все записались в церковной лавке, чтобы мы знали, сколько их количество этих людей. И мы их ждем для первой части крещения, оглашения. Мы их ждем в субботу в 4 часа здесь. Пусть полчетвертого приходят, все, кто не записался, запишутся. И в 4 мы начнем первую часть крещения, называется оглашение. Ничего с собой приносить не надо, все будет им сказано там же, на все вопросы ответим там же мы пройдем святое оглашение. Святое Богоявление – один из главных церковных праздников. По-эстинскому называют Донецкая фэнтэ. Согласно Евангелию, в этот день в реке Иордан крестился Иисус Христос. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Детский сад «Овсир» в Южной Осетии активно использует социальные сети для демонстрации повседневной жизни воспитанников, набрав более 2 миллионов просмотров. Педагогический коллектив создает развлекательные ролики с участием детей, что способствовало установлению партнерских связей с дошкольными учреждениями России. По словам заведующей Фатимы Гасиевой и психолога Наны Тугановой, такой подход укрепляет доверие и вовлеченность как детей, так и родителей. Детский сад сегодня – это не только тихий час и прогулки во дворе. Это место, где взрослые умеют говорить с детьми на одном языке. Детский сад «Овсир» – пример того, как молодой коллектив воспитателей сочетает заботу, профессионализм и креативность. Здесь воспитатели не боятся быть в кадре. Они снимают рилсы, ведут социальные сети и показывают жизнь детского сада такой, какая она есть. Настоящей, искренней и детской. Именно это было главной задачей создания аккаунта в социальной сети, поделилась педагог-психолог детского сада «Овсир» Нана Туганова. Вообще была идея такая, чтобы родители видели жизнь своего ребенка вне дома, в садике, то есть наш маленький мир. Хотелось делиться нашими радостными моментами, успехами детей. Хотелось передать все их эмоции, чувства, которые в течение дня у них присутствуют. Видели, какие они у нас талантливые, успешные дети. То есть целый день ребенок, можно сказать, большую часть времени проводит в садике. И хотелось бы, чтобы наши моменты видели все, чем мы занимаемся целыми днями. Как отмечает Нана Туганова, детям нравится принимать участие в создании роликов и видеть себя на экране смартфонов. А дети в основном очень радуются, когда я к ним захожу, например, вне занятия, я имею в виду, и сразу у нас видео, сегодня будет видео, говорят, да, у нас будут смотреть, я говорю, да. Даже когда они лепят из пластилина маленькую фигурку, я такая сразу захожу с камерой, и они так радуются и показывают на камере, вот видите, я сделала вот это, вот я сделала вот это. Нана поделилась, что большинство подписчиков аккаунта детского сада составляет русская аудитория. И благодаря этому «Овсир» начал активное сотрудничество с российскими дошкольными учреждениями. Воспитатели с большим удовольствием делятся идеями с коллегами из России. Они начали писать с российских сайтов, с российских детских садов. И, значит, пишут нам в основном по работе. Например, скиньте, пожалуйста, ваш шаблон. Иногда делаем поделки всякие, аппликацию. Сами придумывают девочки, мы закидываем. И мне всегда пишут, какой у вас шаблон, скиньте мне, пожалуйста, какой это детский сад, наши песни просят, сценарий утренника просят часто у нас, да. И мы сотрудничаем. И хотелось бы, чтобы это сотрудничество было не только с российской стороны, но и наши девочки, наши другие параллельные садики, например.
Просмотры развлекательных роликов детского сада республики перешагнули 2 миллиона и собирают тысячи лайков и репостов. Каждое видео воспитатели снимают с разрешения родителей, подчеркнула заведующая детским садом Фатима Гассиева. Она рассказала, что все началось с простых видео детских утренников, но креативный коллектив понял, что этого мало. Началось у нас все как бы играюче, с игры на пробу, как-то у нас все будет, потому что мы все наши занятия практически проходят в игровой форме, мы их снимаем для себя. И решили показать это нашим родителям, нашим друзьям и вообще всем, кто нас смотрит и кто бы хотел увидеть. А я сама тоже с удовольствием большим принимаю в этих роликах участие. Сказать, что они меня просят долго, не скажу. Гассиева также подчеркнула огромную поддержку родительского комитета и выразила им слова благодарности за вклад в развитие дошкольного учреждения. Хотелось бы отметить, что нам родители оказывают большую поддержку. Большое спасибо моему родительскому комитету, огромная благодарность. И хочется отметить также некоторых родителей, особо отметить за вклад в наш детский сад. Это Николай Валерьевич, Николай Давидовичу, Руслану Черменовичу и Оксане Муратовне. За веселыми роликами ежедневный труд, внимание каждому ребенку и теплый контакт, который невозможно сыграть на камеру. Дошкольники поделились, что сниматься в роликах для них большая радость. Благодаря им многие из воспитанников уже задумываются над профессией блогера, а другие с весельем описывают свои любимые рилсы. Мы танцуем, поем, стихи учим, физминутки. Мне также нравится сильно снимать видео с воспитателями. У меня вылезают иногда в телефоне наши видео. И тебе бывает приятно? Я часто снимаю видео с учителем, и мне это очень нравится. Мне очень приятно видеть себя в телефоне. Я сегодня показывала грустное видео. Покажи, как ты изобразила грусть. Я сегодня снова утром снимала видео с грустными эмоциями. Из этих видео я хочу теперь стать в будущем блогером. Мне нравилось, что мы в наших видео играли, скакали и прыгали. Я прихожу домой и смотрю мои видео. Моей маме очень нравится видео садика. Воспитатели Афсира не просто учат, они дружат, поддерживают и растут вместе с детьми. А сами дети отвечают самым главным – доверием и улыбками. В детском саду уверены, современный подход – это не про тренды, а про доверие и живое общение с детьми. Алина Ельфимова, Аида Кочиева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем -1, ночью -8. В Дзавском районе днем -3, ночью -9. В городе Квайса днем -6, ночью -11. В Ленигорском районе днем -1, ночью -6. В Цхинвале днем -1, ночью -7. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.